Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Мы продолжаем изучать раздел «Что такое хорошо, что такое плохо». Тема урока «Кто опрятен, тот людям приятен». Чему ты научишься на уроке? Ты научишься понимать содержание и смысл коротких текстов при чтении, использовать в речи слова-признаки и слова действия. Задание первое. Послушай отрывки из двух стихотворений. В нашем доме проживает девочка-неряха. У нее всегда была грязная рубаха. А теперь послушайте второе стихотворение. Ваня, Ванечка, неряха, в пятнах вся твоя рубаха. За столом ты вместо ложки рукавами лез в картошку. Назовите слова, которые повторяются в этих текстах. Верно, неряха, рубаха. Кто герой этих стихотворений? Правильно, в первом стихотворении девочка, а во втором стихотворении Ванечка. О какой черте характера детей рассказывает автор? Правильно, и девочка, и Ванечка неряха. Как вы думаете, ребята, хорошо или плохо делают эти дети? Правильно, эти дети делают плохо. Ребята, надо всегда ходить аккуратным, чистеньким. Запомните слова. Опрятный, сүйкімді, таза. Неряшливый, салақ, ұқыпсыз. Ленивый, жалқау. Чистоплотный, таза, ұқыпты. Грязный, кір, лас. Задание второе. Скажи одним словом. Замени словосочетание одним словом по образцу. Проявлять интерес. Интересоваться. Давать советы. Советовать. Оказывать помощь. Помогать. Проявлять любовь. Любить. Молодцы. Задание третье. Отгадайте. Лёг в карман не караулю, рёву, плаксу и грязнюлю, им утру потоки слез, не забуду и про нос. Ребята, кто отгадает эту загадку? Правильно, это носовой платок. Носовой платок қазақша бет-орамал. Вспоминаем правила. Ударный гласный звук и в казахском, и в русском языках произносится четко, ясно. В русском языке безударные гласные звуки произносятся нечетко, неясно. А в казахском языке безударные гласные звуки произносятся четко и ясно. Запомните и запишите слова. Опрятная девочка. Таза ұқыпты қыз. Приятный человек. Сүйкімді адам. Неряшливый. Салақ, ұқыпсыз. Грязная одежда. Кір киім. Грязная обувь. Кір, лас, аяқ киім. Задание четвертое. Кого называют неряхой, а кого опрятным? Подумайте, ребята. Кто не умывается? Как вы думаете, ребята, неряха или опрятный? Правильно, неряха. Кто не следит за одеждой? Верно, неряха. Кто ходит лохматый, не расчесывается? Верно, неряха. Кто бережет книги и тетради? Правильно, опрятный. Кто пишет грязно в тетради? Правильно, неряха. Кто носит чистую обувь?
Правильно, опрятный. Задание 5. Какая пословица больше всего подходит к образу неряхи из стихотворения? Запиши в тетрадь и объясни. Первая пословица. Видно неряху по грязной рубахе. Вторая пословица. С неряхой поведешься, от него и наберешься. Правильно, ребята. Вот первая пословица «видно неряху по грязной рубахе» больше подходит к образу неряхи. Молодец. Задание 6. Прочитаем стихотворение Абдрашева «Самому приятно». Утро каждое встаю, я с программой четкой, сразу курточку свою чищу жесткой щеткой. Наливаю воду я и белье стираю, майка чистая моя сохнет у сарая. Наш утюг пускай не спит, я им брюки глажу, марля сердится, щипит, интересно даже. Мою сил не берегу, даже с мылом сам могу, а когда умоюсь, ровно ногти подстригу. После в зеркало смотрю, на работу на свою, и тихонько говорю, сам себя не узнаю. Вот какие чудеса! Я всего за полчаса стал таким опрятным, самому приятно. А как вы думаете, ребята, в чем смысл этого стихотворения? Правильно, ребята, это стихотворение учит нас быть чистым, аккуратным. За полчаса мальчик сам себя не узнал, он стал опрятным. Это было ему самому приятно. Ребята, вы пишите в тетрадь словосочетание из текста по образцу. Курточку чищу, наливаю воду, стираю белье, брюки глажу, ногти подстригу. Молодцы. Задание 7. Помоги неряхе стать опрятным учеником. Прочитай и выбери правила, которые надо выполнять опрятным и аккуратным школьникам. Давайте прочитаем правила. Чтобы быть опрятным учеником, что нужно делать? Носить сменную обувь. Иметь носовой платок. Надевать чистые брюки, платье. Складывать карандаши и ручки в пенал. Молодцы, ребята! Вы сегодня отлично поработали на уроке. Вы научились понимать содержание и смысл коротких текстов при чтении. Научились использовать в речи слова-признаки и слова-действия. Спасибо вам за урок. До свидания.